Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Житель Ленского района Якутии обратился в больницу из-за укуса змеи. Он был госпитализирован в отделение хирургии Ленской ЦРБ. Как сообщили в пресс-службе Минздрава, 27-летний мужчина пострадал от укуса гадюки. Врачами оперативно была проведена дезинтоксикация. Состояние сейчас стабильное. Также отметили, что на такой случай все необходимые препараты в больнице имеются. Гадюка укусила молодого человека в руку. К счастью, он смог быстро обратиться за медицинской помощью. Отметим, что гадюка в Якутии встречается в Ленском, Алекминском и Хангаласском районах. Укус гадюки сопровождается резкой болью, укушенное место синеет, появляется тошнота, рвота и сильная головная боль. Самым тяжелым бывает период от 6 до 24 часов от момента укуса. Пострадавшему необходимо срочно оказать помощь. Прежде всего нужно высосать кровь из ранки от укусов змеи. Ранку необходимо обработать йодом. Самому пострадавшему нужно предоставить обильное питье, но не алкоголь. После оказания первой доврачебной помощи пострадавшему следует обратиться в больницу. В сеть попало видео крупного ДТП на 31-м километре Покровского тракта. Подробности выясняются. Пасса с кем? В центре столицы республики произошел пожар. Горел ресторан «Каре» на улице Ломоносова, 45. В результате происшествия никто не пострадал, посетителей оперативно эвакуировали. По данным МЧС, на место происшествия отправили 2 автоцистерны и 10 человек личного состава. По предварительным данным, возгорание произошло в вентиляционной трубе. Администрация Мирного выявила ряд замечаний в рамках двухмесячника по санитарной очистке. Некачественная уборка организациями опавших листьев, сломанные металлические ограждения и накопившийся мусор. И это не весь перечень. Правила по благоустройству Мирного были утверждены в 2013 году. По ним все объекты города и прилегающие к ним территории распределены между всеми организациями. А их в городе порядка 143. В течение 2 месяцев трудовые коллективы должны выходить на субботники и наводить порядок на закрепленных территориях своими силами и за свой счет. Хочется, чтобы город был у нас в чистоте, опрятный. А все, что у нас выдувается из-под домов, а если мы с вами еще и не будем субботники проводить, все это, конечно же, вынесется на центральные площади, на дороги, на тротуары. Ну и, конечно, отсюда будет неблагоприятный вид в городе. Поэтому мы все вместе с нашими горожанами, с организациями должны поддерживать должный порядок в черте нашего города. Эксперты Роспотребнадзора проверяют детские лагеря. С этого года места для отдыха детей обязаны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение. В Якутске с 5 июня начало работу 61 летнее оздоровительное учреждение. Сегодня эксперт Роспотребнадзора провела внеплановую проверку в лагере дневного пребывания на базе 9-й школы Якутска. Среди нарушений неправильное хранение продуктов питания, кухонные ножи без маркировки, также нарушен технологический процесс мытья посуды. Совет депутатов поселка Белая гора Абыйского района сложил свои полномочия. Соответствующий региональный закон, внесенный в парламент республики Айсеном Николаевым, принят на пленарном заседании Илтумен. Основанием для распуска депутатов стало их бездействие. Заседания не проводились в течение 3 месяцев. Также сразу 5 депутатов после проверки сведений о доходах прокуратуры Якутии сложили свои полномочия. В связи с утратой доверия от депутатских мандатов отказались депутаты Хангаласского и Момского районов. Они не предоставили сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, своих жен и несовершеннолетних детей, что в свою очередь является нарушением обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции. 2,5 года колонии общего режима получил житель Нерюнгри за пьяные приключения с автоугоном. Он был ранее осудим за наркотики, но в феврале решил прокатиться на Mitsubishi Pajero. Пьяный угонщик не справился с управлением и совершил ДТП с другим автомобилем. После он попытался убежать, но не получилось. Главный бухгалтер одного из муниципальных казенных образовательных учреждений в Ленском районе признана виновной в хищении и мошенничестве.
и получила за это наказание в виде штрафа в 120 тысяч рублей. Женщина составляла финансовые документы, в которых завышала себе зарплату и иные выплаты. Также она присвоила деньги из кассы. 1 июня вступили в силу два закона о присяжных заседателях. Мы взяли комментарии в Верховном суде республики. На наши вопросы отвечает помощник председателя по связям со СМИ и общественностью Радмила Сюн в рубрике ЧП «Судебный ликбез». 2 года назад президент подписал два федеральных закона о применении института присяжных заседателей и о присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции. 1 июня они вступили в силу. В каком плане были внесены изменения? Указанными законами расширена сфера применения института присяжных заседателей. С 1 июня 2018 года присяжные заседатели начали работать в районных, городских и гарнизонных военных судах. Какие дела будут рассматривать присяжные заседатели? Суд присяжных будет рассматривать уголовные дела об убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Кроме этого, к подсудности районного суда с участием присяжных заседателей отнесены посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное следствие, посягательство на жизнь сотрудника и геноцид. В случаях, когда по этим преступлениям в качестве наиболее строгого вида наказания не могут быть назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь. То есть наиболее распространенными делами, которые будут рассматриваться присяжными заседателями, будут дела о убийствах и причинении тяжкого вреда здоровью? Да, исходя из статистических данных Управления судебного департамента в Республике Саха-Якутия за 2017 год, по вышеперечисленным составам преступлений, предусмотренных статьями 277, 295, 357 Уголовного кодекса Российской Федерации, в республике не было осуждено ни одного человека. Радмила, наша республика – самый крупный регион страны и один из самых малочисленных. Например, в Ивано-Бытантайском районе проживает меньше 2000 человек. Не будет ли проблем с формированием коллег присяжных заседателей? Эта проблема решена. 30 марта 2018 года главой республики издано распоряжение номер 278 об образовании округов из муниципальных районов и городских округов Республики Саха-Якутия для составления списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели, которым на территории республики образовано 6 округов. Готовы ли суды республики к применению закона на практике? Ведь для отправления правосудия с участием присяжных необходим специальный зал, комната для обсуждений. Изменения в закон были внесены в 2016 году. Судам было дано время на переоборудование судебных залов, техническое оснащение, профессиональную подготовку. В настоящее время все суды республики готовы к рассмотрению уголовных дел с участием присяжных заседателей. И последний вопрос. Кто может стать присяжным заседателем? В соответствии с законом все граждане России имеют право участвовать в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей. Однако есть ряд ограничений. Например, они должны быть старше 25 лет, не иметь непогашенную или не снятую судимость, состоять на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере. Имеются и другие ограничения, в том числе и профессиональные. Присяжными не могут быть прокуроры, судьи, сотрудники силовых структур, священнослужители. Спасибо, Радмила. На этом пока все. Берегите себя и хороших выходных.